какой красивый мужчина идет с какими красивыми От всей цветами. души. Спасибо, Господи. От всей души. Вас представлять городу не нужно. Вас, наверное, знает каждый человек, и не только, значит, старшего поколения моего и младше меня тоже. Мы вот уже целый год занимаемся таким проектом, как посещаем на дому прямо, значит, людей. Общаясь с ними, разговаривая с ними, мы действительно понимали всю вот эту, с одной стороны, тяготу вот этой мирской жизни, да, а с другой стороны, в каждом из них есть лучи счастья. Господь всегда нас проверяет, и поэтому надо помнить, что на все воля Божья. Мы должны понимать, что мы везде не случайно. Да. Ну вот, собственно говоря, если уже говорить о надежде, то ведь у меня есть ребенок-инвалид. Он у меня родился, когда работал в исполнительном комитете, я была руководителем. Он у меня родился у руководителя, который занимался в том числе вопросами образования, вопросами здравоохранения. И вот он у меня родился, и мне предложили от него отказаться. То есть я дошла до Москвы, поскольку я была руководителем в городе, через Казань, я дошла до Москвы. Вот там в Министерстве здравоохранения России мне сказали: оставьте. Он будет куском мяса и лежать. И ничего вы из него не получите. И по сей день, я точно знаю, по сей день остаются люди от медицины, которые так напутствуют родителей. Поэтому я очень, Боженька мне дал окружение, у меня совершенно потрясающая мама была, царство ей небесное, она уже покойная. Она мне сказала: Нина, тебе этот Господь дал этого сына для того, чтобы ты могла помочь другим. И вы знаете, это то, что меня спасло в жизни, эти мамины слова. Во-первых, я поняла, что у меня есть миссия. Я должна, это мне придавало силы и в борьбе, и я никогда, да и вообще никогда не умею ни просить, ни делать для себя. Вот для другого человека я все что угодно, за любого постою, но в силу того, что я людям делаю добро, и меня закроют грудью, и меня тоже закроют грудью. Так вот, я хочу сказать, что ничего просто так не случается, видит Бог каждый наш шаг. Можно вопрос? Это в то время мама вот так сказала, да, что Господь дал. Да. Такое, да. Мне мама так сказала, она мне помогала всегда. Мама всегда помогала. Я прошу прощения, а какой диагноз был у Павла? Есть детский церебральный паралич. То есть это по-другому тетрапарез. В разных клиниках, в институтах по-разному. Тетрапарез, то есть 4 конечности поражены, больше справа. И вот Павел очень плохо видит. Мы не знаем, как он видит. Вот сейчас мечтаю, все-таки все, наука изменилась, думаю, попробуем. У него частичная атрофия дисков зрительного нерва. Но какие-то есть. И вот когда у него зрение попадает на то, что он видит очень хорошо. А все остальное он дорисовывает. Он как бы дорисовывает. У нас была у него учитель русского языка и литературы, она его научила, она показывала картины из Третьяковской галереи. Вначале они все просматривали по частям, а потом она показывала, и он мог сказать, какая это картина, кем написана, то есть каким. То есть это все вообще возможность человека не ограничена. Мы просто мало пользуемся нашим умом, вообще мы любим очень себя, очень жалеем себя и говорим все время: вот я не могу, если я захочу, я могу, в принципе, все. Если не поленюсь, если Боженька мне позволит. Это Боженька тебе позволит сделаешь, а не позволит, значит, он тебе и не позволял, тебе туда и не надо. Моя мама мне тогда говорила: если у тебя такая работа, работай, помни только, Бога никогда не ругай. В то время? Да, она говорила. Это в 80-е годы? Да, я начала в 79-м работать. И я хочу сказать, что вот тогда я поняла, что вот у меня есть ребенок, я высушила на своей груди море женских слез, которые не знали, куда вообще деться с таким ребенком. Их вообще не признавали. Я прошу прощения. Вот здесь у меня вопрос очень такой серьезный, ведь в то время мы не видели их.
Да, безусловно. Это получается, что все-таки скрывали. Скрывали. Я сейчас скажу большего. Да. Больше. Когда я вот уже у химиков договорилась, уже Гаяз Замикович отдал вот нам то здание, да, и мне сказали, ну что ты, где ты возьмешь? На 100 мест мы тогда открывали, на 100 мест. Значит, и говорили, ну где ты возьмешь 100 инвалидов? Ну где ты их возьмешь? И оказалось, что примерно, вот на 3 части, если разделить, будут химики, шинники и строители. Примерно по 3. Ну, мы, значит, там все это с цифрами, со всеми пришли. Значит, я прошу прощения, на тот момент приблизительно какая цифра была? Ой, я сейчас не скажу, но вот если мы открывали «Надежду» на 100, то это, конечно, было значительно больше. Конечно, значительно больше. И степень запущенности была невероятной. Вот они приходят в квартиру, спрашивают ребенка, а он года 2-3 уже умер. То есть статистики даже не было. То есть мы вообще на нуль, на минус пришли. Вообще ничего, никакой работы не было. Ну, это, знаете, как у медиков было, все укладывается в диагноз. Ну вот все. Он, вот как мне сказали, оставь и роди другого. А это как мусор, как в Спарте, да? Выбросить, вот это негодное, выбросить. Спарты ведь нет, потому что выбросили все. Духовности-то нет, да, вот без духовности ничего не получается. Таким образом, значит, надежда появилась от великого желания помочь людям. Я понимала, что надо матерям, что надо семьям, что надо ребенку. Ради, потому что понимала. Да, я понимала. Это вот мама поэтому сказала, чтобы ты помогла. Я потому что понимаю, Господь, может быть, действительно Господь дал мне это понять. И, изнутри, да. Но еще ведь другое, у меня же уже был 11 лет опыта руководящей работы. Конечно, какая-то бы мама, может быть, тоже сказала, но кто бы ее стал слушать? Вот именно. Вот тут совпало и это, и то, что меня слушали, я же уже 11 лет работала. Вот мы пришли к Гаяз Замиковичу с таким вот папками, расчетами. Гаяз Замикович сказал, я один построю, никаких шинников, строителей не надо. И вот тогда нам отдали строящийся детский сад, вот этот, то здание. Это в этом здании был 79-й детский сад. Это здание мы получили благодаря Ильсуру Раисовичу, он нам передал его под школу. А вот то мы строили под детский сад. Но как я принимала на работу сотрудника? Прежде чем принять человека на работу, я приглашала вот на эту комиссию. Вот, и, значит, я спрашивала, вот что вы испытываете, когда видите такого ребенка? Если мне говорили, мне его очень жаль, мне хочется плакать, я такого человека на работу не брала. Смотри, интересно. Потому что у меня должно появиться чувство сострадания и желание помочь. Все. Если я буду с ним плакать, то я, во-первых, не помогу, во-вторых, я обязательно потеряю свое собственное здоровье. Интересно. Я его разрушаю. Больше того, у меня был такой случай конкретный, когда очень-очень попросили меня, в это учреждение захотела работать одна женщина, чья-то там родственница. Она ко мне пришла и сказала, вам же звонили. Я сказала, звонили, но это же ничего не меняет, принцип остается. Но она все-таки захотела, поработала. Она ушла после приемов у невролога, она ушла из нашей школы. Потому что сострадание – это одно чувство, а чувство жалости оно унижает и разрушает. Это схожие понятия, но они совершенно разные. Жалость это, если это понимать как жалость в полном смысле, то она мне тебе жалко, ты вот такое ничтожество, да, мне тебя жалко, так быть не должно. Вот то, что я на тебя смотрю, и я думаю, чем я тебе могу помочь? Вот это созидательное чувство. В общем, надежда появилась таким образом. Но когда мне говорили, и продолжают еще говорить, что я сделала для своего ребенка, я уже начала об этом говорить, надо, чтобы родители делали. Вот, например, сейчас очень много говорят, вот, у нас нет бассейна. Вот у меня ребенок хотел бы плавать, мы челны там ездите. Вот соберитесь и сделайте, и постройте. Вот у нас нет катка. Да вот на первом этаже живешь, газон вот там расчисти зимой, шланг с кухни опусти, свет включи, фоточку, музыку, и тебе каток. Ты что-то сделай сам. Люди того времени попали в такую ситуацию, да,
И люди сегодняшнего времени, которые попали в эту сеть, они отличаются чем-то? Отличаются. Значит, сегодня все хотят, ну и так и учеба идет. У нас все по каким-то клипам, все готовое. Я училась месяц в Потсдамской школе педагогической в Германии. Германии училась. И вот, значит, что у них в Германии? Значит, у нас, в моем институте, лабораторная работа. Пойди, найди притерку, пройди, найди шланг, пойди, все это найди, все, еще поищи, где достанется тебе или кто-то вперед тебя взял. В Германии приходишь, лабораторная работа номер 8. Открываешь шкафчик с номером 8, и там все уже соединено. Ставил и провел опыт. Все очень быстро. Они говорят, все очень эффективно. Все, конечно, эффективно. Я же не тратила время на поиски, на этих самых реактивов. Я ничего, все уже готово было. Конечно, производительность другая. Но считать-то надо в целом. Вот. Поэтому сейчас они живут по этому клипу. Все хотят, чтобы все им готовенькое было. Человек испытывает удовольствие от того, когда он трудится, особенно сам над собой. Вот когда кому-то мне удается помочь, особенно если бывает трудно, ну, постараться нужно очень, и вдруг я помогла. Вот это чувство, вот какое чувство я испытываю, мне еще хочется этот раз щепотать. Вот это вдохновляет, потому что вот эта вот радость за другого человека. А вот люди сейчас, понимаете, даже, вот я хочу сказать, я много людям помогала за большую-большую жизнь, и, наверное, 10%, от 5 до 10% сказали спасибо. И вот это вот желание, чтобы тебе что-то все сделали, это и в семье. Папа обязан, мама обязана, кто-то обязан. Тебе все что-то обязаны. А тебе вообще никто ничего не обязан. И вот ты, когда сам начнешь трудиться, вот ты тогда вот это вот ценишь. Мы же ценим то, что вот сами сделали, вот это нас ценное. А да, то, что даже дорогую вещь дали, нам подарили, мы ее не ценим. Вот этого нет. Я когда смотрю вот асфальт, и там какой-нибудь цветочек щелочку пробился, и вот Ванечка говорит, я думаю, вот это так, мы так жили, мы вот эту щелочку доходили и расцветали. Понимаете, а они хотят, вот, уберите нам асфальт, когда мы цвести будем. Вот надо найти выход. Вообще, кроме смерти, все остальное можно исправить. Вот смерть, ее уже все, ее не исправить. А все остальное можно исправить. В какой степени, это другой разговор. Опять на всю волю Божию. На что, как ты старался, тебе Господь по трудам твоим и послал. А если ты сидел и ждал, что тебе Боженька вот так все сыпет, то тоже ничего не получишь. Нам надо научиться ценить то, что у тебя есть. Когда вы говорили о людях, которых вы посещаете, я хотела подчеркнуть, вот вы очень точно сказали, нам всем людям надо благодарить Бога и ценить то, что у нас сегодня есть. А мы этого делать не умеем. А они умеют. Вот. Они умеют. Вот когда у нас здесь учителя из общей школы приходят, они восхищаются детьми, инвалидами, тем, они не могут, но не хотят и делают. А там могут и не хотят. Поэтому, но с другой стороны, если бы дети, которые учатся в массовых школах, имели такое же внимание родителей и семьи, какое имеют наши, то у нас были одни вундеркинды. Тоже. Потому что их родители столько уделяют внимания своему ребенку, ну, как норма, хотя везде есть разные родители. Поэтому вот я хочу сказать, что все идет все-таки из семьи. Поэтому, если мы говорим о чем-то, укреплять надо семью. Я вспомнила, мне было лет 6. У нас у мамы в деревне, она из Большой Качки, была какая-то там в селе, ну, ее одноклассница. Я не помню, кто она была, но примерно помню, по возрасту была как мама. Она была очень уродливая. У нее во все лицо было родимое пятно, она была очень уродлива. Мы ее боялись до смерти. Вот я ее помню, я до сих пор помню, вот, говорю, мурашки по телу. Она приходила и кушала с нами за общим столом. И попробуй ты отвернись или не так посмотри, вот будь любезен. Тут с ней сиди и ешь.
То есть вот это оттуда. Теперь я по-взрослому понимаю, что это оттуда. Я думаю, что на все воля Божия. Но вот мама правильно сказал, но ничего просто так не случается. Видит Бог каждый наш шаг. Вот оно так ведет. Оно так ведет. Просто каждый должен в свое время, в своем месте, наверное, пригодиться. Надо просто увидеть, куда ты идешь. Если вспомнить школьную программу физкультуры, то на маленькие дистанции бегут с низкого старта и рывок. А на дальнюю дистанцию так никто не бегут. Так когда у тебя ребенок инвалид, не рвись. И понимай, что тебе нужно беречь свои силы, нужно быть уважительным к окружающим, не просить, не молить, но сделать так, чтобы тебе помогли. Что воспитываю в своем сыне и что предлагаю родителям инвалидов. Понимаете, инвалид, он должен, вообще человек, нуждающий в чужой помощи, должен быть очень вежливым и внимательным к другим людям. Потому что, когда он будет таковым, у людей будет хорошее желание подойти к нему, пообщаться с ним и помочь ему. Если он внешне и тем более в действиях, в выражениях будет отталкивать, от него все отойдут, и никто не будет ему помогать. Надо тихонечко, в зависимости от тяжести и вообще от трудности. Мы же вот мешок с вами, возьмем сумочку, да, там что-то купили, с одной резвостью идем. А если возьмем 2 сумочки, резвость другая. Если еще и мешок положим, совсем 3-я резвость. Поэтому вот так и в жизни. Резвость у тебя будет другая в зависимости от той тяжести, которую ты несешь. Господь тебе дал, ну и неси. Значит, Он верит, что ты с этим справишься. Вот я поэтому хочу всем верить в свои силы, убеждать себя в том, что ты все можешь, верить в Бога, потому что Он бы тебе не дал такой ноши, если бы ты не смог. Чудесно. Будем ближе друг к другу. Если мы не будем рядом, если мы не будем близко к человеку, вот понимаете, иногда с человеком не надо разговаривать. С ним надо просто встать рядом. И он понимает, что ты стоишь рядом, ему уже легче. Вот рядом можно, или что я могу? Да ничего ты не можешь, ты встань рядом со мной, и мне станет легче. И вообще, если ты хочешь, чтобы тебя услышали, иногда надо помолчать. А хочешь, чтобы тебя увидели, отойди в сторону, поймут, что тебя не хватает. Чудесные слова. Спасибо огромное. Спасибо. Я столько пользы взял, столько вот я и как ученик сижу вот так.